В отдаленном микрорайоне столицы Сосновая Поляна к снежным заносам привыкли. Если наметет, люди сами берут в руки лопаты. Ведь перемещаться на машине надо постоянно, школа не близко. За весь сезон трактор на улице Радужной был лишь дважды. Кстати, к удивлению местных жителей. В прошлом году они к нам постоянно заезжали, эти трактора, нас хорошо очень чистили. То есть никаких к ним претензий у нас не было. А в этом году, я не знаю, что случилось, с чем это связано, про нас совсем забыли. Толстый слой накатанного полотна, этого снежного, плюсовая температура, начинается движение по строительству, тяжелая техника, она разбивает моментально. Будем ездить на танках, у кого есть. Улица Колхозная с весенним сходом снега затапливается словно по графику. Вот такими пейзажами встречает гостей будущая Венеция сейчас. Но мэр о них, похоже, знает и торопит коммунальщиков. Сейчас мы уже приступили к работе по ливневкам, в первую очередь по Колхозной и по нижней части улицы Морозова, такие традиционно подтапливаемые территории. Впрочем, главная забота местных властей не лежащий на земле снег, а тот, что может на нее упасть с крыш. Страшно представить, что нам грозят плюсовые значения температур. Даже в самые обычные зимы снежные лавины и сосульки-убийцы были частью нашей повседневности. В этом году зима аномальная, а значит в опасности все те, у кого есть хоть какая-то крыша над головой. Первый звоночек уже есть. На прошлой неделе на голову 19-летней сыктывкарки упала сосулька. Трагедии удалось избежать. Вот только опыт предыдущих лет подсказывает, что случай может стать не последним. А если снежную массу вовремя не убирать, возникает и урон материальный. В Жешерте под натиском природы провалилась крыша магазина. По той же причине снежная атака едва не уронила на головы покупателей фирменный облицовочный фасад продуктовой сети. К слову, в мэрии насчет снежных проблем нешуточная полемика. Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации была организована выдача талонов на льготное размещение снежно-ледяных масс на полигоне. Также стоит отметить, что управляющие компании, обслуживающие деревянный жилой фонд, приступили к очистке кровель, полной очистке кровель. Это не может не радовать, потому что, как мы знаем, по деревянному жилфонду основные проблемы у нас со свесами и сосульками. Я считаю, что объемность и темпы главные не удовлетворительны. То же самое по управляющим компаниям. Нас с вами, никто не должен радовать. Не может не радовать. Нас не надо радовать, надо свою работу выполнять и деньги отрабатывать. Получается, основная ответственность за скопившийся в городе снег на управляющих компаниях. Они обязаны убирать и налить с крыш. А если не хотят или не справляются, мэрия призывает жаловаться. Да и сами стараются держать руку на пульсе. Впрочем, иногда можно взять пример из Сосновой Поляны, где лопата – друг человека. Наблюдая за всей этой картиной, МЧС уже выпустила рекомендацию жителям быть внимательными к снежно-ледовым лавинам, не ходить вблизи стен зданий, не переходить за ограждающие ленты, а автовладельцам парковать машины подальше от крыш. И тогда есть все шансы пережить весну без последствий. Евгений Стокос, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.